Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, мир и милость Его посланнику Мухаммаду, последователям Его и всем сподвижникам. Затем мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Уважаемые братья и сестры, есть среди рабов Аллаха большие грехи, которых Он не любит. Одним из числа этих больших грехов является лицемерие. Всевышний удаляет таких рабов от Своей милости, и наказание за этот грех — адские мучения. Лицемерного не любит ни Аллах, ни посланник Аллаха, ни ангелы, ни верующие. Люди избегают его и не считаются с ним. Лицемерие — один из самых страшных грехов в исламе, которого боялись даже сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Во многих аятах говорится о лицемерии как о противоречащем исламу качеству. В Священном Писании есть даже сура Мунафикун — лицемеры. Самое большое лицемерие в исламе то, которое выводит раба из ислама. Во времена посланников Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, были те, которые вместе с ним сидели на маджлисах, говорили «Аминь» при его дуа, молились, вели себя вежливо, подтверждая его правоту. Однако в итоге они отвернулись от него, обнажив свои нечестивые сердца, лицемерие. Аллах свидетельствует, что мунафики — лжецы. Привыкаясь своими клятвами, словно щитом, они сошли с пути Аллаха. Воистину, мирски их деяния. Это потому, что они сначала уверовали, а потом отреклись от веры. На их сердца наложена печать невежества, но они не разумеют. Когда ты на них смотришь, то их внешний вид привлекает тебя. Если они говорят, то охотно внимаешь их речам. Но на деле они подобны бревнам, подпирающим ограду. Всевышний говорит в Коране: «О пророк, борись с неверующими и лицемерами, и будь суров к ним, их пристанищем будет гиенна, ад. Как же скверно это место прибытия». Лицемеры, как известно, живут среди мусульман. В аяте указываются и неверующие, и лицемеры, живущие среди нас, которые ничтожны и ужасны в своих грехах. Они есть среди людей и будут до судного дня. И каждый обязан предостерегаться подобного. А как же распознать их? Посланник Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, в своем кратком хадисе сказал: лицемеры отличают собой 3 признака. Когда он рассказывает, то лжет. Посланник говорит, что обычай лицемера — это лживость. Тот, кто лжет, говорит неправду, добавляет от себя что-то или искажает, вырывая слова, при этом говоря, что делает он это с добрыми намерениями. Тем самым, утешая себя, должен знать, что все это один из признаков лицемерия, что Аллах не любит лицемеров, и что они будут в самом низу адского огня, да убережет нас от этого Аллах. Когда обещает, то нарушает свое обещание. Человек дает обещание или слово, и люди, поверив в него, надеются на хорошее. Однако этот человек нарушает свое обещание или не держит свое слово. Тем самым он теряет доверие окружающих к себе. В результате люди не желают иметь дела с таким человеком. Посланник Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, в своем хадисе говорит, что люди, нарушающие свои обещания, имеют явный признак лицемеров, да убережет нас от этого Аллах. А когда ему доверяются, он предает. Человеку доверяют какое-то дело или, доверившись ему, рассказывают какую-то тайну с условием, чтобы он не разглашал, но он в итоге предает доверенное ему. Предательство также является одним из явных признаков лицемера, да убережет нас от этого Аллах. Самыми трудными для лицемеров являются вечерние и утренние намазы. Если бы они знали, что их ждет в них, они пришли бы на них, даже если бы им пришлось добираться ползком.
Лицемерия не любит ни Всевышний, ни ангелы, ни посланник Аллаха, да благословит Аллах и приветствует, ни люди. Лицемерие – самое ничтожное качество в человеке, обладатель которого теряет мужество, если он мужчина, человеческий облик, если она женщина. Всевышний в Коране говорит: «Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени огня, ада». Всевышний не любит их до такой степени, что в аду они будут в самом низком, отдаленном месте. Сподвижники посланника Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, остерегались лицемерия, спрашивали его о своих действиях, боясь оказаться в числе тех, кто говорит в лицо одно, а за спиной совсем другое. Умар, сын Хаттаба, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я боюсь людей красноречивых и имеющих знания, таящих за этой красноречивостью ложь и несправедливость, то есть лицемеров. Каким бы красноречивым ни был человек, он не имеет права, пользуясь этим, обманывать людей, говорить неправду, приукрашивать ложь или искажать правду. Все должно быть оригинально, в соответствии с шариатом». Всевышний поэтому в Коране определил наказание таким нечестивцам, сказав, что в аду лицемеры будут в самом низком, отдаленном месте. Искренность – свойство истинного верующего. Праведный всячески избегает лицемерия. Относительно этого в Коране сказано: «Воистину преуспели верующие, которые оберегают верного им на хранение и соблюдают договоры». Хузайфа ибн аль-Яман, радiyallahu анху, один из подвижников посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, которому Всевышним через своего посланника было даровано знание сокровенного. Посланник Аллаха, да благословит Аллах и приветствует, поведал ему о лицемерах, скверных людях, тяжелых временах. Он сказал, что в их времена лицемеры скрывали свое лицемерие, боясь быть разоблаченными. Придет время, когда они не будут скрывать свое лицемерие и не будут стесняться этого. Поэтому мусульманин обязан говорить правду, благое, выполнять свое обещание, сохранять доверие к себе, не совершать подлости. В том хадисе посланник Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, добавил, опережая наши мысли: лицемеры отличают собой 3 признака. Когда он рассказывает, то лжет, когда обещает, то нарушает свое обещание, а когда ему доверяются, он предает. Даже если он совершает намаз, держит пост, утверждает, что он мусульманин. Какими бы большими ни были поклонения раба, какими бы глубокими знаниями он не обладал, каким бы красноречивым ни был, каким бы прекрасным ни был его облик, одеяние, его общественное положение, если он обладает этими признаками, то мы должны знать, что это признаки лицемерия. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поведал Хузайфе ибн аль-Яману, радiyallahu анху, с условием о неразглашении имена лицемеров. Кроме него никто не знал об их именах. Озабоченные этим, к нему стали приходить благородные сподвижники, спрашивая, не было ли его имя среди них. Имама Ахмада, рахимахуллах, спросили: есть ли те, которые очистились от лицемерия, убереглись от него? Он ответил: нет. Опасайся уверенности, что эти качества у тебя отсутствуют. Бойся, постоянно работай над собой, чтобы их не было. Человек, который клянется, что он не горделив, не высокомерен, его клятва может быть ложной. Это означает то, что каждый должен трудиться над собой, так как сатана, люди, мирские дела постоянно клонят человека к плохому, порицаемому, и он должен противостоять этим вызовам, своему нафсу, эго, мирскому, чтобы не быть обладателем этих гнусных качеств, качеств лицемерия, так нелюбимых Всевышнему. Да убережет нас Аллах от признаков лицемеров, лживых речей, невыполнения обещаний, вероломства. Хвала Всевышнему Аллаху, Господу миров.